3 марта – Всемирный день писателя. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, словом можно в разящий свинец перелить. Главный призыв праздника – выступать против негативных аспектов демократической печати, воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, умышленного искажения фактов или тенденциозной бесчестной их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов. Писатель – профессия, которой учатся и овладевают всю жизнь. Кто-то с раннего детства мечтает излагать свои мысли на бумаге, некоторые становятся мастерами пера в зрелости и старости. Никаких определенных правил не существует. Писатели – люди, которые хотят и умеют говорить с миром с помощью ручки или печатной машинки. День писателя появился 3 марта 1986 года, после 48-го съезда Пен-клуба. Пен-клуб – это международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах. Мастера слова были среди людей еще задолго до появления письменности. В те времена их рассказы не излагали на бумаге, а передавали из уст в уста. До наших дней имена многих творческих деятелей просто не сохранились и были утеряны. Но без них не было бы ни современных авторов, ни литературы в целом. Многие века писательство и сочинительство не считалось серьезным занятием. Авторы делали это для себя. Считалось, что продавать произведения искусства – это грех и кощунство. С течением времени духовному все чаще приходилось сталкиваться с жестокой реальностью. Писатели должны кормить его произведения, иначе человечество осталось совсем без литературы. Это понимали все, кто однажды и навсегда принимал решение стать писателем. Писатель – странная профессия. Это как бы и не профессия вовсе. Ее не выбирают в вузе или другом учебном заведении. Ее не совершенствуют на практике. Писателем, в особенности в наши дни, может стать любой, независимо от способностей и жизненного опыта. Любой, кому есть что сказать миру и у кого хватит терпения изложить свои мысли в письменной форме. Автор способен с помощью слова создавать другую реальность, в которой взаимодействует с душами своих читателей и так или иначе влияет на них. Интересные факты о писателях. Михаил Булгаков приступил к написанию «Мастера и Маргариты» в 1929 году, а 7 годами ранее ему подарили книгу Александра Чаянова «Венедиктов или достопамятные события жизни моей». Ее главным героем был сатана и студент по фамилии Булгаков, который борется с ним за душу любимой женщины, и в конце влюбленные соединяются. Сэмюэл Ленхард Клеменс объяснял происхождение своего псевдонима Марк Твен из термина речной навигации. В юности будущий писатель работал на пароходе на реке Миссисипи. Безопасная глубина для прохождения судна равнялась 2 морским саженям, и эта цифра после измерения лотом обычно выкрикивалась как «by the mark of Thane», где «Thane» – архаичная форма числительного «to». В 1970-х годах американские издатели считали нежелательным для авторов выпускать в свет более 1 книги в год. Стивен Кинг, желавший издаваться больше, начал писать некоторые произведения под псевдонимом Ричард Бахман. В 1984 году один продавец книжного магазина заподозрил сходство литературных стилей авторов и обнаружил в библиотеке Конгресса запись о том, что автором одного из романов Бахмана является Кинг, уведомив издателей Кинга о своей находке. Свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг закончила в 1995 году. Литературный агент, который согласился ее представлять, посылал рукопись в 12 издательств, но везде ее отклонили. Только через год рукопись была принята маленьким лондонским издательством Bloomsbury, хотя его главный редактор даже после одобрения книги был уверен, что Роулинг не заработает много на детских книгах и советовал найти ей постоянную работу.
У известного баснописца Ивана Крылова имелась традиция спать в библиотеке после сытного обеда. Сначала он мог почитать книги, а потом постепенно погружался в сон. Друзья знали это и заранее ставили туда просторное мягкое кресло. Эрнест Хемингуэй питал слабость к кошкам и постоянно держал несколько питомцев в своем доме. Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным, то есть имел лишние пальцы на лапах. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живет более 50 кошек, половина из которых тоже полидактильны, так как многие являются потомками Снежка. Значительная часть туристов посещает этот музей в первую очередь из-за кошек, а не для того, чтобы пообщиться к наследию писателя. Источником сюжета для пьесы Николая Гоголя «Ревизор» стал реальный случай в городе Устюжна, Новгородской губернии. Причем автору об этом случае поведал Александр Пушкин. Именно Пушкин советовал Гоголю продолжать написание произведения, когда тот не раз хотел бросить это дело. В конце 1930-х годов Александр Волков, который по образованию был математиком, стал изучать английский язык и для практики решил перевести сказку «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума, чтобы пересказать ее своим детям. Им очень понравилось, они стали требовать продолжения, и Волков помимо перевода начал придумывать что-то от себя. Так было положено начало его литературному пути, результатом которого стал «Волшебник изумрудного города» и много других сказок о волшебной стране. А «Мудрец из страны Оз» в простом переводе на русский язык издавался до 1991 года. Антон Павлович Чехов в переписке с своей женой Ольгой Леонардовной Книппер употреблял к ней помимо стандартных комплиментов и ласковых слов весьма необычные: актрисулька, собака, змея, и почувствуйте личность момента, крокодил души моей. Заболев, Чехов отправил посыльного в аптеку за касторкой в капсулах. Аптекарь послал ему 2 больших капсулы, которые Чехов возвратил с надписью «Я не лошадь». Получив автограф писателя, аптекарь с радостью заменил их на нормальные капсулы. Лев Толстой скептически относился к своим романам, в том числе к «Войне и миру». В 1871 году он отправил Фету письмо: «Как я счастлив, что писать дребедени, многословные вроде «войны» я больше никогда не стану». Запись его в дневнике в 1908 году гласит: «Люди любят меня за те пустяки, война и мир и тому прочее, которые им кажутся очень важными». Известный советский писатель и общественный деятель Константин Симонов картавил, то есть не выговаривал буквы «Р» и «Л». Случилось это в детстве, когда он, играя случайно, порезал себе язык, и ему стало трудно произносить свое имя – Кирилл. В 1934 году он взял псевдоним Константин. Оноре де Бальзак писал в темноте, поэтому даже днем занавешивал шторы и зажигал свечи. Начиная работать над новым произведением, Бальзак запирался в комнате на 1-2 месяца и плотно закрывал ставни, чтобы через них не проникал свет. Писал он при свечах, одетый в халат, по 18 часов ежедневно. Артур Конан Дойл, придумавший Шерлока Холмса, был оккультистом и верил в существование маленьких крылатых созданий. Байрон очень любил животных. Поэт-романтик зверушек обожал, даже содержал зверинец, в котором обитали барсук, обезьяны, лошади, попугаи, крокодил и еще много всякой живности. Жену писателя Бориса Васильева, самым известным произведением которого стала повесть «А зори здесь тихие», звали Зоря. Она послужила прототипом одной из героинь – Сони Гуревич, а также Искры Поляковой в повести «Завтра была война». Александр Сергеевич Пушкин всю жизнь продолжал изучать иностранные языки, в числе которых были французский, английский, немецкий, греческий, латинский. Его библиотека насчитывала около 1000 книг на 14 языках. Федор Михайлович Достоевский написал роман «Игрок» за 26 дней, диктуя его стенографистке и будущей жене Анне Сниткиной. Срочность была обоснована контрактом с издателем Стреловским, который заполучил право печатать все произведения писателя без оплаты и потребовал к сроку сдать новый роман.
В 16 лет Александр Гриневский, в будущем Александр Грин, устроился матросом на корабль. Но связать жизнь с морем не удалось. Покинув флот, он работал шахтером, рубил лес, был строителем, а затем попал в армию. И ежу понятно. Это крылатое и известное всем выражение пошло из стихотворения Маяковского. Ясно даже и ежу, этот Петя был буржуй. Писатель – тонкая натура, чувствителен он очень. Так пусть же в день этот прекрасный ничем не будет озабочен. Пусть муза каждый день приходит на завтрак и на ужин. И каждый пусть поймет, писатель, насколько он нам нужен. Ведь не было без книг культуры, и дети бы горевали. За каждый вклад в литературу медали бы отдавали.